Здравствуйте, это Николай Борисов и рубрика «Давайте разберемся». Мы расскажем, а выводы делать вам. Цены на авиабилеты, состояние аэропортов, аэротакси и престиж профессии пилота. Как вы поняли, на этот раз речь пойдет о состоянии авиации в нашей республике. По традиции, немного бэкстейджа и данных на настоящий момент. 9 февраля отмечается День гражданской авиации России. У Якутии славная авиационная история длиною в 95 лет. Именно тогда в небо Якутии впервые поднялось воздушное судно цельнодеревянный биплан «Сопвич». Истребитель и легкий бомбардировщик английского производства, который был самым массовым самолетом Первой мировой войны. С того дня и ведется отчет истории авиации республики. В 40-х годах небо Якутии стало ареной для легендарной перегоночной трассы Аляска-Сибирь. За время Великой Отечественной войны по перегонной трассе в нашу страну было доставлено около 8 тысяч боевых и транспортных самолетов, сыгравших важную роль в победе над фашистской Германией. В наше время, являясь самой большой административной единицей в мире, Якутия имеет самую обширную сеть аэропортов в России. В послании парламенту Якутии глава республики Айсен Николаев заявил, что для нашей огромной территории у авиации альтернатив нет. Он отметил, что якутскому правительству впервые удалось добиться поддержки реконструкции 16 аэропортов со сметной стоимостью работ более 38 миллиардов рублей. Уже проведены конкурсы на реконструкцию аэропортов Алекминска, Нерюнгри, Жиганска и Верхневилюйска. В 2020 году начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Мирный. Однако, как и к любой другой отрасли, к якутской авиации имеются вопросы, в частности, по стоимости авиабилетов. Есть у вас на Черский? Билет дорогой, 28 500. Сколько? 28 500. В июне 2019 года телеканал «Россия-1» выпустил расследование о тарифах авиаперевозчиков Якутии, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотского автономного округа. По их словам, переплата за авиатопливо в Якутии равняется 2 миллиардам рублей в год. Маржа за авиабилеты 300%. В итоге навар может составлять 7 миллиардов рублей. В прошлом году группа депутатов Госсобрания Якутии инициировала расследование о формировании цен на топливо местными авиаперевозчиками. По сведениям депутатов, местные авиакомпании закупают авиакеросин по завышенным ценам у частного поставщика. И именно этот момент вызывает вопросы. В то же время Ассоциация малой авиации Якутии считает, что в республике необходимо развивать малое и среднее предпринимательство в области гражданской авиации. Они заявляют, что такой подход позволит обеспечить не только доступные цены на авиабилеты, но и приемлемый уровень безопасности полетов. Мы считаем и ставим вопросы уже на протяжении 3 лет принять все меры для удешевления авиационных билетов. Из стоимости билета 20-25% это аэропортовый сбор. Комитет Федерации по экономической политике согласился, что да, действительно, это особенно северных аэропортов, это перевод их на коммерческие рельсы, это абсолютно экономически несостоятельно. Мы должны уйти от этого. В других случаях еще у наших авиакомпаний очень большие накладные расходы. Это так называемый по авиационному сухой летный час. Мы, Ассоциация малой авиации Республики Саха-Якутия, хотя проблем-то много, но мы сейчас акцентируем на 2 направлениях. Это первое, по-простому говоря, это получение разрешения на использование самолетов малой авиации для перевозки пассажиров, почты и груза. И второе, мы должны подготовить почву. Мы должны создать такие условия, когда именно наши услуги самолетов малой авиации не должны быть заоблачными, как в настоящий момент. В прошлом году мы получили поддержку очень большую в Комитете Совета Федерации по экономической политике. Это в направлении тех экономических условий, которые мы должны создавать. Обнуление аэропортовых сборов, обнуление НДС, обнуление акцизов и так далее. В этом вопросе мы получили поддержку и рекомендации Комитета Совета Федерации по экономической политике переданы правительству России. Какой парк у нас имеется в частных руках, то это парк в основном единичных экземпляров. По-простому, если вам объяснить, это самоделки, класс самоделок. Этим классом самоделок не разрешается возить пассажиров. Сейчас полностью еще запретили в прошлом году возить авиационную работу выполнять, лесави и санзадания. Еще летали до этого частные пилоты, сейчас требуется уже профессиональный пилот, коммерческий. И именно тем парком, которым мы сейчас располагаем, около 42-45, не обеспечим ту транспортную доступность, которая сейчас требуется. Нам нужно серьезное обновление авиационной техники.
Согласитесь, было бы приятно вызвать аэротакси, скажем, до Покровска или Нижнего Бестяха. Кстати, одно из возможных и довольно перспективных направлений развития авиации эксперты называют дирижабли. Не те жуткие мастодонты начала прошлого века, а новые и экологически чистые. Так, в ноябре прошлого года первый вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Платон Староверов заявил, что российские разработчики создали опытный образец дирижабля для перевозок людей и грузов в Якутии. По грузоподъемности он превосходит самолеты и вертолеты. Дирижабль может подняться с любого участка и приземлиться на другом таком же. Конечно, это дело прекрасного будущего, а мы вернемся к реалиям. В своем недавнем стриме в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы якутян, поделился мнением, что на данный момент устаревшие самолеты являются одной из главных проблем авиации. Проблем много в целом по стране. Главное из них – устаревание авиационного парка. Нужны самолеты на замену Ан-2, Л-410 и Ан-24. И мы очень ждем, когда на федеральном уровне все-таки будет принято окончательное решение и начнется масштабное производство новых самолетов, отметил Айсен Николаев. Заслуженный пилот России Виктор Загудаев расскажет о состоянии дел на данный момент. Устаревание самолетов – это естественный процесс. Тем более мы в основном используем на местных региональных перевозках самолеты Ан-24, разработанные в Украине. Но сами понимаете, что у нас с Украиной отношения изменились. И АНТК «Антонов» прекратила свое существование, которое занималось разработкой вот этих региональных самолетов. Поэтому замена предстоит, конечно. Вот сейчас ожидаем то, что в Воронеже создали новый тип воздушного судна, схожий по техническим характеристикам с Ан-24, Ан-26. Но ожидаем, когда он пройдет государственное испытание, в надежде, что мы его тоже получим и будем максимально использовать. Но существующий парк самолетов внутренних региональных перевозок, он еще позволяет продержаться определенное время по наличию ресурсов. Наземные кадры, технические кадры готовятся здесь, они полностью обеспечивают наши нужды, но труднее у нас с летными кадрами. Мы бы рады, если бы здесь возобновили и продолжили подготовку пилотов на базе летно-технического колледжа, который у нас существует. Вообще-то профессия непростая, трудная. И те, кто этим занимается, они понимают всю меру ответственности, которую они берут на себя. Поэтому хочется пожелать, в первую очередь, это, чтобы были здоровы, радовались жизни, побольше улыбались, чтобы над головой было всегда ясное небо, находили удовлетворение в своем труде, и труд этот достойно оценивался. От авиации зависит не только перевозка пассажиров и грузов, но и пожаротушение, срочные медицинские рейсы, мониторинг окружающей среды и много других аспектов жизни на севере. Несмотря на все проблемы, будем верить в лучшее. С праздником, товарищи авиаторы! У нас сейчас практически невозможно создать авиакомпанию малой авиации. Практически. Потому что вот эти федеральные авиационные правила, особенно 246, который регламентирует коммерческие перевозки пассажиров, почты и груза, она составлена таким образом, это, видать, хорошие юристы работали, что получается полет по кругу. Если у тебя есть одно требование, то ты не можешь его исполнить, потому что у тебя второго требования нет. И так у тебя вот так все по кругу получается. Например, и для того, чтобы тебе создать компанию, надо иметь самолет, правильно? Купить Ан-2 можно, но на Ан-2 ты экономически не вытащишь, потому что, как я сказал, что этот самолет, как говорится, сам ремонт дороже, чем сам самолет. Поэтому она экономически невыгодна. А переходные импортные самолеты из-за доллара они очень высоки. И поэтому именно только лизинг может помочь. И то в определенных условиях со ставкой не выше 3%, наши расчеты показывают. Допустим, ты создаешь юрлицо, это легко. 5 дней у тебя уже на руках документы, да? Регистрация юрлица. Ты идешь от Росавиации, подаешь заявку на получение сертификата эксплуатанта. Росавиация говорит: а у вас самолеты есть? Говорит. Я говорю: нет. А вы на чем собираетесь? А вот мне договоренность с лизинговой компанией, они мне согласны дать, допустим, 3 самолета, которые требуются для создания. Он говорит: хорошо, иди заключи этот лизинговый договор и придешь, мы тебе заявку примем. Идешь к этому лизинговой компании, говорит: Росавиация согласна принять мою заявку. Говорит: давайте заключать лизинговый договор. А он говорит: а без сертификата эксплуатанта я с тобой заключать не могу. Все, и круг замыкается.